Доброе утро, дорогие друзья, наши уважаемые телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И сегодня этот день встречаем с вами мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. У нас сегодня много всего интересного. Юридическая помощь, как ее получить бесплатно, мы расскажем вам подробнее. Поговорим о том, как идет подготовка к ИСЭХу в городе Вилюйске. Познакомимся с девушкой, представительницей не женской профессии, но это только на первый взгляд. А также узнаем подробности музыкально-этнографических экспедиций на севере нашей республики. И это не все, что вас ждет. Обязательно еще много всего интересного мы оставили для интриги. Да, ну и, конечно, мы вам напоминаем, что у нас есть также телеграм-канал «Утро Якутии», в котором вы можете подписаться, где мы выкладываем различные новости, интересные сюжеты, а также иногда дарим подарки нашим подписчикам. В общем, прямо сейчас, пользуясь QR-кодом на ваших экранах, вы можете это сделать, подписаться на наш телеграм-канал. Ну а прямо сейчас, как всегда, спешим познакомиться с прогнозом погоды, чтобы собраться к новому рабочему дню. Итак, в центральных районах сегодня плюс 11, плюс 16, в Заречной группе плюс 10, плюс 15. В южных районах 8-11 градусов тепла, в Вилюйской группе 13-17 выше 0. В Нижнеленских плюс 14, плюс 16, в западных 11-13 выше 0. В Колыме-Нигерской группе 9-16 градусов тепла, в Ямских 9-16 тоже выше 0. На северо-западе плюс 3, плюс 15, в Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 14 градусов выше 0, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем в столице 24-26 градусов. Так, теперь мы знаем, какая погода ждет нас за окном. Сегодня замечательный день, сегодня предпраздничный день. Да, завтра выходной. Да, и, друзья, сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Слово передаем Сергею Михедову. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Минстрой ускорил ввод объектов по федеральной адресной программе. В отчетном году министерство в целом сохранило высокий уровень кассового исполнения расходов 98,5%, однако не достигло рекордного показателя прошлого года 99,5%. Расходы Минстроя на межбюджетные трансферты выросли в 2023 году почти в 2 раза относительно 2022 года до 825 миллиардов рублей. В первую очередь рост обусловлен предоставлением поддержки новым регионам и реализацией программы их развития. В России завершено 25 тысяч процедур внесудебного банкротства за все время существования института. По ним списано 8,5 миллиардов рублей. Так, если за предыдущий год 16 тысяч человек запустили процедуру внесудебного банкротства, то только за полгода, с ноября 23-го, когда расширили возможности процедуры, уже 24 тысячи человек ее начали. Отмечается, что внесудебное банкротство – это сбалансированная система, когда люди имеют второй шанс, могут перезагрузиться, снова перейти в белую сферу. Механизм счетов эскроу в сегменте индивидуального жилищного строительства России выйдет на проектную мощность за 2-3 года. Такое мнение озвучено в Минстрое страны. В целом, по итогам текущего года ведомство ставит перед собой задачу ввести в России не меньше 102 миллионов квадратных метров жилья, из которых половина может прийтись на ИЖС. Ранее в Госдуме сообщали, что работа над законопроектом о внедрении счетов эскроу для проектов индивидуального жилищного строительства завершится в течение месяца. Врачи Республиканского центра мобильных бригад завершили работу в Намском районе, где провели осмотр жителей, пострадавших от паводка. Врачи осмотрели почти 470 человек, в том числе 85 детей в населенных пунктах Хатырык, Тюбя, Мадут, Бетюнь, Графский берег и Апаны. В составе бригады работали врач-терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, лор и офтальмолог. 17 июня одна из мобильных бригад планирует работать в селах Арбын, Кобякё, Фрунзе и Второй Хомустах, также Намского улуса.
Якутия продолжает дружеские связи с городом Кировское в Донецкой Народной Республике. В прошлом году в городской больнице был открыт филиал Якутской офтальмологической больницы, и специалисты из Якутии приезжали в ДНР для оказания квалифицированной медпомощи. В Кировском якутские врачи работают в тесном сотрудничестве с местным медперсоналом, и в этом году одна из медсестер, Алина Скилевая, по приглашению руководства клиники приехала в Якутск на стажировку, чтобы по возвращении на Донбасс иметь возможность работать на современном оборудовании, которое республика предоставила для работы Кировской больницы. Мне предложили пройти стажировку для оказания помощи бригаде даже при работе. И на что я согласилась. Коллектив замечательный, девочки умнички, все доброжелательно настроены, обучают, помогают. Я обучилась уже более подбору линз на аппарате, измерению внутриглазного давления. Стартовала вторая смена эколого-просветительского федерального проекта «Заповедное дело Русского географического общества». Базой для проведения мероприятий стали национальный парк Ленские столбы и питомник лесных бизонов Усть-Ботума. Проект в первую очередь направлен на изучение, сохранение и популяризацию уникальных природных объектов через вовлечение молодежи в эко-волонтерство. Он объединит молодых ученых, студентов и неравнодушных к экологии добровольцев. Работа пройдет по 5 направлениям: научно-исследовательская, эколого-просветительская деятельность, организация полевых выездов, помощь особо охраняемым территориям и развитие экотуризма. В этом году у нас идет перезагрузка федерального проекта «Заповедное дело Русского географического общества». Это природоохранный молодежный проект, который направлен на вовлечение молодежи в добровольческую, экодобровольческую деятельность на особо охраняемых природных территориях. Наши медиа, наши эко- и научные добровольцы помогают заповедным и национальным территориям в деле благоустройства троп, в деле охраны редких видов растений и животных. Наши эко-, медиа и научные добровольцы внесут свой вклад в дело развития заповедных территорий Республики Саха. И переходим к другим новостям. Еще в 2013 году в Центре «Мои документы» Якутии стартовал пилотный проект по внедрению бесплатной правовой помощи социально незащищенным категориям населения, который сегодня работает на постоянной основе. Подробнее о бесплатной юридической помощи в МФЦ нам расскажет Виктория Дмитриева, юрисконсульт первой категории Центра «Мои документы». Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, кто может воспользоваться от бесплатной юридической помощи? Перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, в первую очередь определен на федеральном уровне. И к таким гражданам относятся, например, лица с инвалидностью первой-второй группы, малоимущие граждане, участники специальной военной операции, члены их семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа таких детей, дети с инвалидностью, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. При этом регионы могут расширять этот перечень по своему усмотрению. То есть на региональном уровне дополнительные категории граждан могут наделяться таким правом. У нас уже это внедрили? Да, в Республике Саха-Якутия это, например, лица с инвалидностью третьей группы, дети Великой Отечественной войны, коренные малочисленные народы Севера, граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, несовершеннолетние, а также их законные представители, если они обращаются по вопросам защиты прав несовершеннолетних, а также беженцы из Украины. Какие подтверждающие документы необходимо человеку предоставить, чтобы ему оказали бесплатную юридическую помощь? В первую очередь необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, например, паспорт гражданина. Ну, для беженцев из Украины это, например, удостоверение беженца, да? А также документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории, который дает ему право на оказание бесплатной юридической помощи. Например, для лиц с инвалидностью это может быть справка медико-социальной экспертизы, для малоимущих граждан это может быть справка из органов соцзащиты, да, о постановке на учет. Для граждан, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, соответственно, свидетельство о рождении, например, детей, паспорт с отметкой о детях или, например, удостоверение многодетной семьи с отметкой о 3 детях. А какие именно услуги входят в перечень бесплатной юридической помощи? Бесплатная юридическая помощь может предоставляться в виде правового консультирования в устной и письменной форме, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений в суд, а также в виде, например, судебного представительства в определенных случаях. При этом стоит отметить, что бесплатная юридическая помощь предоставляется в определенных случаях, то есть по определенным вопросам. Например, это
заключение изменения расторжения сделок с жилыми помещениями, признание сохранения права на жилые помещения, земельные участки, защита прав потребителей в области коммунальных услуг, например, взыскание алиментов, установление оспаривания отцовства, да, взыскание, перерасчет пенсий, каких-то иных социальных пособий, да, ну и такие иные социальные, так скажем, вопросы. А как получать бесплатную юридическую помощь? Нужно подойти к вам или, возможно, каким-то другим способом? Ну, в первую очередь, это можно обратиться в офисы Центра «Мои документы». При этом важно отметить, что в городе Якутске можно будет обратиться очно в офис на Амосова 18, в городе Нерюнгри на Карла Маркса 15, в иных населенных пунктах в любой офис Центра «Мои документы». Преимущественно по предварительной записи также предусмотрена живая очередь. Записаться можно, например, через региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 100 ровно 22 16, а также, например, через портал Центра «Мои документы» mfcsaha.ru и, например, непосредственно в офисах Центра «Мои документы». Ну, в случае, например, если человек по какой-то причине не может, да, посетить офис, можно ли получить услугу дистанционно? Да, конечно. Такие способы предусмотрены, например, через телефон горячей линии 50 60 15 с понедельника по пятницу с 9 до 5, перерыв с часу до 2. Также предусмотрено обращение в электронной форме через региональный портал государственных услуг Е-Якутия. Также граждане могут направить свои обращения на бесплатную юридическую помощь почтовым отправлением по адресу Амосова 18, ну, город Якутск, соответственно. И для некоторых, скажем так, категорий граждан внутри категории, которые предусмотрено право на бесплатную юридическую помощь, они могут воспользоваться выездным обслуживанием, например, лица с инвалидностью первой, второй группы, граждане старше 80 лет, если у них, вот опять же, есть категория. Более подробно с категориями, а также со случаями оказания бесплатной юридической помощи можно ознакомиться на портале Центра «Мои документы» по адресу mfcsaha.ru. Много ли граждан к вам уже обратилось? Например, в 2023 году лично обратилось порядка 6 тысяч граждан. Со статистикой также можно ознакомиться на портале Центра «Мои документы». Ну, то есть на портале, я так понимаю, можно ознакомиться с основной информацией, записаться удаленно, да, ознакомиться, где располагаются офисы многофункционального центра, да, и перечень документов, которые вам необходимо для той или иной услуги взять. Да, конечно, там есть раздел «Юридическая помощь», и можно ознакомиться вот с перечисленной вами информацией, которая интересует. Также можно всегда позвонить на горячую линию, например, и уточниться по интересующим вопросам. Я предлагаю сейчас даже, наверное, телефон еще раз повторить, возможно. Да, вдруг кто-то обратиться Да. и запишет. Друзья, пожалуйста, запишите. Телефон горячей линии 8 41 12 50 60 15. Спасибо большое, очень подробная информация. Я уверена, что людей, которые будут теперь в курсе и обязательно обратятся при необходимости, станет больше. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Ну что, друзья, мы продолжаем. Да, в лето время походов и активного отдыха, но как жить без электронных устройств? При долгих пеших переходах на деревьях розетки не растут, а так хочется и красивое селфи сделать, ну и навигация всем нужна. Ну, действительно, я вообще в целом, если у вас, допустим, поход длится больше, чем неделю, можно взять солнечную панель. Ну, И она работает? Ну, конечно, да. В целом, если солнечная панель у вас такая компактная, то можно, в принципе, на ходу заряжаться. То есть повесил на рюкзачок, положил пауэрбанк и заряжаешься. Но рекомендованная мощность это где-то до 20 ватт. Ну, очень полезная информация, дорогие друзья. Я такие долгие пешие переходы не совершала, но теперь я уверена, что без селфи точно не останусь, если куда-то решу пойти в поход. Ну, а прямо сейчас подзарядка для нас — утренняя гимнастика. Всем доброе, бодрое утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений, в котором нам понадобится обычная рукоятка от швабры. Если вы находитесь на даче, вы можете использовать черенок от лопаты. Итак, первое упражнение. У нас классический хват на ширине плеч, может быть чуть шире плеч, но не больше. Отстраиваемся, если у вас есть зеркало, отстраиваемся в профиль перед зеркалом, уводим спину в параллель с полом. Мы будем работать на мышцы спины. Мы делаем тягу к животу и возвращаемся вниз.
Тянем наш черенок вдоль бедра, вверх и вниз, слегка запуская мышцы спины, округляя и вытягивая верхние точки. Работаем здесь 20 повторов. Вдох и выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следите за тем, чтобы ваша спина была параллель с полом. Спружинили в нижнюю точку и закончили. Данное упражнение повторяем 3 раза по 20 подходов. Следующее упражнение. Ножки на ширине плеч, чуть шире плеч. Носки развернуты. Уводим локоть в верхнюю точку, вверх и вниз, вверх и вниз. Сделаем здесь 20 подъемов. В верхней точке выдох, выдох. Продолжаем. Выдох. Фиксируемся в верхней точке на некоторое время. Плечи вверх не поднимаем. Тянем за счет локтя. Закончили. Данное упражнение повторяем 20 раз в 3 подхода. Следующее упражнение – мертвая тяга. Также, если у вас есть зеркало, вы можете отстраиваться в профиль к зеркалу. Что мы будем делать? Хват классический на ширине плеч. Мы будем уходить в наклон через ягодицу и возвращаться в верхнюю точку. Наша рукоятка скользит вдоль бедра вверх и вниз. Обратите внимание, что мы переводим вес на пяточки. На носок не заваливаемся. Спинка прямая, взгляд прямо перед собой. Делаем 20 подъемов. Спина статична, поясница в этом упражнении не задействована. Наклон за счет задней поверхности бедра и ягодицы. Выдох. 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 Спружинили, вытолкнули, завершили упражнение. Данное упражнение повторяем 20 раз, 3 подхода. На этом комплекс с рукояткой от швабры подошел к концу. Я всем желаю хорошего и продуктивного дня. Слушай, многофункционально. Вот со шваброй сделали, а с бутылками делали. Ну, то есть можно дома найти вещи, которые вполне себе спортивные агрегаты заменят. Ну, вот, например, 19-литровая бутыль, да? Да, ну, я Ну, не раз совсем и утренняя. приседал. Но это уж скорее для Зарядка. мужской половины. Вот обидно, что мужчинам все дается легче. Существуют такие профессии, которые в основном присущи мужчинам, и сложно себе представить девушку, вот, поднимающую 19-литровую бутыль или занимающуюся каким-нибудь сложным делом, там, крутить задвижку, устанавливать смеситель. Но нет ничего невозможного. В нашем следующем сюжете мы познакомимся с Аленой Аноховой, которая не только все это умеет, но и может даже обучать других людей. Так уж повелось, что женщин называют слабым полом, а при слове «сантехник» в голове всплывает образ мужчины в рабочей одежде, с чемоданом и ключом наперевес. Действительно, встретить девушку в этой профессии довольно сложно или практически невозможно, но наша сегодняшняя героиня Алена Анохова развеет все стереотипы. Она не боится испортить маникюр или испачкать туфли, мастерски владеет инструментами, может устранить любые проблемы с сантехникой и, более того, обучает этому своих студентов. Преподавать мне нравится. Ребята очень хорошие, интересные. Мы с ними также новые методики разрабатываем. Мы с ними интересуемся чем-то новым, то есть новым оборудованием. Коллектив у нас самый замечательный в техникуме. Поэтому преподавать сложностей никаких в принципе не бывает. Просто бывает, конечно же, индивидуальный подход со студентом. Я поступила в коммунально-строительный техникум по специальности теплоснабжения и теплотехническое оборудование. Это семейная династия. У меня вся семья училась в коммунально-строительном техникуме. Студенты Алены ходят на пары с большим удовольствием. Девушка преуспевает в педагогической деятельности и также не забывает о физическом развитии. Ведь сантехник должен обладать не только специальными знаниями, но и физической силой
силой и выносливостью. Работать приходится с тяжелыми инструментами. Зачастую требуется приложить немало усилий, чтобы раскрутить или наоборот плотно прикрутить деталь. В этом Алене помогает спорт. Ну, так как в моей профессии, конечно же, нужна физическая сила, я каждое утро делаю пробежку, то есть это обязательно, и непосредственно практикуюсь. То есть любой хороший мастер, он должен каждый день заниматься практической работой. То есть невозможно просто только теоретически рассказывать или немножко показал. Ты должен постоянно чему-то новому также учиться, физически себя держать в форме. Мы также гнем трубы, нарезаем резьбы. То есть всегда должна быть физическая подготовка, конечно же, обязательно. Девушка постоянно принимает активное участие в различных конкурсах и занимает призовые места. На днях Алена победила в региональном этапе конкурса «Мастер года» в компетенции сантехника и отопление. И уже осенью собирается лететь в Тюмень, представлять Якутию на всероссийском этапе. Я просто хотела узнать что-то новое для себя, войти в эту атмосферу конкурса, а также просто получить, наверное, новые знания и опыт. Когда я выиграла уже первое место, и все увидели то, что ничего себе, в республике Саха-Якутия есть девочка, которая занимается достаточно, сложной профессией, всех это заинтересовало, что и больше меня и вдохновило на то, что надо, наверное, заниматься, надо продвигать то, что девушки могут делать то, что не могут даже некоторые мальчики. Вот так вот. И кто после этого назовет женщин слабым полом? На самом деле в современном обществе женщина может работать практически в любой профессии и в каждом деле преуспеть. Нужно только большое желание, трудолюбие и стремление к постоянному саморазвитию. Илана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ну, отличная профессия, великолепная девушка. Сегодня думаю начать реализовать план по выполнению важных дел. Что думаешь? Но я думаю, что у каждого дня своя энергетика, да, поэтому и начинать важные дела по народным приметам нужно в правильный день, чтобы получить несомненный успех. По славянским традициям, вот, например, вторник – день див. По-другому можно сказать, что может произойти все, что угодно. Но следует помнить, что эти сюрпризы могут быть как позитивными, так и плохими, поэтому вердикт таков. Начинать важные дела можно, если вы уверены, что вас ждет успех, и уверены в положительном результате. Также успехом увенчаются все дела, что связаны с соревнованиями, но будьте осторожны, нужно помнить, что этот день также повышается вероятность конфликтов. Вот такие славянские приметы. Друзья, ну а какими еще событиями богат сегодняшний день, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 11 июня. Сегодня Всемирный день мотоциклиста. Общероссийский день рассеянного склероза. По народному календарю Феодосия Колосятница. Начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. Этот день в истории. В 1648 году в этот день в Москве начался соляной бунт. В 1858 году в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. В 1985 году автоматическая межпланетная станция Вега-1 достигла окрестностей Венеры. В этот день родились Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист, философ. Рихард Штраус, немецкий композитор, дирижер. Николай Булганин, советский государственный деятель, маршал Советского Союза. Жак-Ив Кусто, французский океанограф, путешественник. Также в этот день родились Олег Видов, советский американский киноактер, кинорежиссер, продюсер, Николай Курилов, юкагирский писатель, первый юкагирский профессиональный художник, народный художник Якутии, Денис Мацуев, российский пианист, общественный деятель, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина и Федот. Снизить стресс, улучшить мысленную активность, развить воображение, поддерживать свой мозг в форме, расширить свой словарный запас. Все это можно сделать, всего лишь взяв в руки книгу и начав ее читать. Нам в нашей постоянной рубрике «Книжная полка» Максим Эверстов познакомит вас с достаточно интересным и редким изданием «Записки охотника». Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про очень летнюю, лично для меня, книгу «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева. Мне кажется, что сейчас эта книга понравится очень многим, потому что она передает дух жаркой летней прогулки. Тургенев, как охотник, заядлый охотник, он очень много путешествовал,
ходил пешком, с собакой, с ружьем. И в этой чудесной книге, которую изучают и в школе, и это совсем ее не испортило, это сделало книгу для многих классической, да, мы можем сказать, что записки охотника не меньше, чем «Отцы и дети», сегодня раскрывают умение Тургенева писать красиво, писать объемно, писать стильно и очень романтически. Мне кажется, несмотря на то, что Тургенев, конечно, относится к реализму в русской литературе, в нем всегда есть вот этот романтик, даже немножко европейский, потому что мы знаем, что Тургенева читали многие европейские авторы, да, переписывались с ним, и у меня в руках довольно редкое издание записок охотника. Во-первых, это издание полностью иллюстрированное сестрами Аней и Варей Кендель, легендарными, которые сделали иллюстрации, например, к Алисе в «Стране чудес», к Вию Гоголя. И рисуют они вместе, вдвоем одну иллюстрацию. Каждая иллюстрация – это событие. Здесь у меня, как вы видите, сами записки охотника, они небольшие по объему в целом, но благодаря иллюстрациям, которые здесь Аня и Варя сделали, книга стала культовой. Она вышла небольшим тиражом от издательства Ripple Classic. Мне кажется, что это хороший шанс не только повторить для себя, чем запоминаются записки охотника. У меня, кстати, здесь, например, не просто редкое издание, но и с подписью от издателя этой книги, потому что мы знакомы. И мне кажется, что записки охотника зайдут не только, если вам больше 20, больше 30, и вы заядлый читатель, вы понимаете, почему Тургенева ценили по всему миру, а не только в России, но и если у вас меньше опыта и меньше лет, скажем так. Потому что записки охотника, вот у меня, например, 3 любимые истории, а здесь это отдельные истории, что, кстати, еще один плюс. Можно прочитать небольшую историю и пойти по своим делам. Да? Здесь мы видим, во-первых, наверное, классический Хорий Калиныч. Мне еще нравится «Уездный лекарь», очень такая нежная романтическая история про реальность и любовь. Здесь мы видим «Бежен луг», про мальчиков, которые собрались на лугу поздним вечером и рассказывают страшные истории. И много других историй. Это классика, которая не устаревает. Читайте книги, любите жизнь. Ну, я думаю, что книги и сборники стихотворений Александра Пушкина, пожалуй, имеются в каждом доме. Солнце русской поэзии знают и любят все. Так, в Якутии продолжают отмечать 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На камерной встрече с чаями и пирогами под декламацию стихов поэта побывала и наша съемочная группа. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». И пробуждает вот уже на протяжении более 2 столетий. Его имя знают все. Творчество Пушкина востребовано и популярно во все времена, среди всех поколений. Отдать дань уважения основоположнику современного русского литературного языка в его юбилейный день рождения собрались участники проекта «Антирак. Поддержка выживших» совместно с Национальным художественным музеем. Камерную встречу назвали «Чай с Пушкиным». А почему чай с Пушкиным? Потому что камерный сквер, нас немного, и Пушкин есть в каждом доме. И, конечно, дети знают его, родители читают сказки Пушкина. Самая знаменитая – это поучительная сказка, сказка о рыбаке и рыбке, Руслан и Людмила. И поэтому в каждом доме есть эта книга. Каждый хоть раз прикасался к Пушкину, к его стихам, к его творчеству. И действительно, это высокая поэзия, это классика, она нетленна. И сегодня у нас звучит музыка, сегодня мы пьем чай, и мы вспоминаем этого поэта и читаем его нетленные строки. День рождения русского поэта участники проекта «Антирак» совместно с музеем отмечают ежегодно. И такие встречи всегда творческие. Это партнерство длится вот уже на протяжении 6 лет с момента основания проекта. У нас мероприятия проходят очень часто, очень насыщенное такая совместное у нас партнерство плодотворное, мы очень рады. И помимо этого у нас в рамках нашего проекта проводятся консультации с онкологами, беседы, групповые встречи с психологом. И это все благодаря тому, что у нас партнер Национальный художественный музей проходит в стенах музея. Ну, например, одно из направлений – это занятие по арт-терапии. То есть вот в стенах прекрасного здания галереи искусств зарубежной работники нам проводят
проходят мастер-классы по арт-терапии, мы рисуем. Вот. И буквально вот в конце прошлого месяца мы подарили 30 наших картин онкодиспансеру, вновь открывшемуся зданию. Поэтому если вы будете там на втором этаже, они просто вот все как раз украшают это помещение. Это вот как раз наш дар от нашего проекта онкодиспансеру. Или уже они увяли, как сей неведомый цветок. Вот так уютно и солнечно прошла встреча в день рождения солнца русской поэзии. С любимыми строками из его наследия, музыкой и, конечно, с вкусным чаем и пирогами. Катерина Винокурова, Григорий Хлопков, Якутск. Получилось просто сказочное чаепитие. Жалко, что я это пропустила. Мне кажется, каждый бы хотел его посетить. Ну а первые мастера ораторского искусства появились в Древней Греции. Они участвовали в дебатах, играли на сценах театра и выступали с речами перед народом. В 21 веке умение красиво говорить помогает продвигаться по карьерной лестнице и заражать людей своими идеями. Этот навык необходим не только актерам, журналистам и адвокатам, но и всем тем, чья деятельность так или иначе связана с публичными выступлениями. А азы столь необходимых навыков в нашей постоянной рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами разберемся с ударением в таком слове, иностранном слове, как феномен. Дело в том, что ударения с финалией «мен» могут иметь ударным вот как раз эту финалию. Но это бывает только в том случае, если слово обозначает одушевленное существительное. То есть существительное, которое отвечает на вопрос «кто?». Например, джентльмен, конгрессмен. Ну и тут, конечно, бывают исключения. Например, в слове «бармен» ударение падает на первый слог. Что касается слова «феномен», то, во-первых, это слово обозначает неодушевленное существительное. А во-вторых, в отличие от английских конгрессмен и джентльмен, слово «феномен» пришло в русский язык из французского языка. А во французский язык оно попало из греческого языка. Так вот, в слове «феномен» ударение падает на середину слова. А для того, чтобы запомнить ударение в этом слове, мы с вами запомним стишок. «Вынесли приговор, он невиновен. Столь странный был феномен». Давайте говорить правильно. Всего доброго. Мне кажется, правильная речь украшает любое выступление, и ораторское искусство становится неотъемлемой частью современной действительности. Даже прочтение новостей красиво – это тоже навык. Да, давайте сейчас послушаем новости к этому часу и передаем слово снова Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей. В России внедряют уникальную отечественную технологию обезвреживания опасных отходов. Речь идет о разработке компании «Меридиан Экосистема», которая с 2007 года занимается наукоемкими, инновационными и экологически эффективными технологиями по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Проект «Технология плазмохимической деструкции» направлен на безопасное обезвреживание медицинских, ветеринарных, биологических и других опасных отходов за счет их разложения молекулярным способом. Реактор в 200 кубометров способен утилизировать до 15 тонн твердых отходов в сутки. Агентство по страхованию вкладов прогнозирует прирост вкладов населения в этом году на 20% и более. Об этом заявил гендиректор госкорпорации АСВ Андрей Мельников. По его словам, на рынке вкладов в прошлом году развивались две тенденции. Первая – резкое сокращение доли долларовых накоплений с 20% примерно до 8%. Вторая – активный рост вкладов населения в прошлом году, который оказался рекордным – 25%, впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 триллионов рублей. Он предположил, что с учетом таких темпов есть все шансы и в этом году выйти на уровень прироста вкладов в 20% и более.
Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан России. Их насчитывается 9,5 миллионов, говорится в докладе ведомства. Власти ставят задачу снизить этот показатель на треть к 2026 году. Для этого будут тщательно следить за предприятиями, подающими признаки нарушений, а также стимулировать людей трудиться официально, в частности, индексировать пенсии работающим. Эксперты отмечают, что на фоне дефицита кадров все больше россиян предпочитают работать легально. Мэр Ленска совместно с главным архитектором осмотрели строящиеся объекты в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в городе идет строительство 8 многоквартирных домов. В этом году планируют сдать 4 дома. 2 в микрорайоне Теплый Стан и 2 дома по улице Нюйская. Кроме этого, начато строительство еще 4 девятиэтажных домов в центре Ленска на освобожденных участках. Общая площадь возводимого жилья 20 тысяч квадратных метров. С их сдачей первый этап программы завершится, а следующий стартует с 2026 года. Туда вошли 85 домов. Это 47 домов Северного. К сожалению, всего 4 дома, но одни из самых, скажем, худших состояний. Это 4 дома Алроса, 2 дома 9 и 10 это ЮКОС, которые тоже очень проблемные. 2 дома напротив типографии, микрорайон Мухтуйский, тоже самые проблемные из всего микрорайона. Так что тоже мы эту новость очень ждали и к радости всех жителей, наверное, дождались. Вот. Условия следующего этапа программы пока на стадии обсуждения, как будет вестись застройка, на каких условиях будут люди получать жилье и компенсацию. Но я думаю, после обсуждения, когда мы все нормативные акты получим, обязательно доведем до наших жителей. В Якутске с июня начали работу студенческие стройотряды. Всего на улицах совместно с управами трудятся 8 групп. Все они распределены по округам. Бойцы заняты в демонтаже, покраске, уборке территории, посадке саженцев и других подобных работах. Всего на благо города трудятся 136 бойцов, из них 40 несовершеннолетних участников проекта. Бойцы стройотрядов будут трудиться до 15 июля. За 1,5 месяца молодые люди смогут не только заработать в летнее время, но и получить опыт, а также познакомиться с новыми друзьями. Вообще замечательно то, что с 1 июня приступили к работе студенческие отряды, и нам повезло, что к нам на территорию округа пришли 17 студентов, которые, то есть, работают на общественных пространствах. Это, в частности, сквер Карла Маркса, сквер Добрососедства, воркаут-зоны, то есть, ну и другие скверы, которые есть у нас на территории округа. То есть они, благодаря им, то есть, как говорится, приводится все, то есть, в достойное, нормальное, благоприятное состояние. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Национальный праздник ЭСЭХ в городе Вилюйске в этом году посвящен 390-летию одного из старейших городов на Дальнем Востоке и 125-летию политического деятеля, одного из основателей якутской автономии Степана Максимовича Аржакова, и является одним из самых ожидаемых событий для жителей Улуса. Ожидается приезд большого количества гостей со всей страны, также из Китайской Народной Республики. Ну а про подготовку к встрече гостей в материале нашей съемочной группы узнаем прямо сейчас. У вас будет возможность одним глазком окунуться в эту атмосферу. Подготовка к празднованию национального праздника идет полным ходом. В рамках подготовки администрация города объявила акцию «390 добрых дел». К акции присоединились организации, предприятия и жители Улуса. В этом году ЭСЭХ насыщен различными мероприятиями, одним из которых является первый зональный инвестиционный форум. Первый рабочий день 14-го будет проведен, будет деловая программа, а именно проведение инвестфорума запланировано со всеми предпринимателями, которые находятся в нашей зоне Вилюйской группы Улусов. Также, возможно, планируется пригласить ведущих спикеров с министерств, ведомств, которые будут нам по нашим секциям, которые разбиты, говорить, нам объяснять, как развиваться в условиях такого вот строительных санкций и так далее. Также уже 15 июня будет сама праздничная программа, ЭСЭХ будет много гостей, будет международного форума различные площадки, ожидается
приезд китайской делегации, приезд делегации с Роскосмоса и так далее, других наших партнеров, поэтому работа у нас предстоит огромная. Танцевальные коллективы Улуса ежедневно готовятся к торжественной части национального праздника. Представление с участием более 200 талантливых танцоров Улуса будет ярким событием во время открытия юбилейного ИСЭХа. Начались репетиционные постановочные работы, посвященные 390-летию города Вилюйска, к ИСЭХу, да? И будут участвовать все танцевальные коллективы Вилюйского Улуса. С главным режиссером Валентиной Афанасьевной Якимец мы примерно прикинули, да, работали над музыкальным произведением, над поиском музыкального произведения, потом какие танцы будут включены, обрядовые танцы какие будут браться, да, и еще будет у нас театрализованное представление, вторая часть. Мы, постановочная группа, вместе с хореографами мы приехали вчера, то уже начинаются постановочные работы, а подготовительные работы уже идут в течение года у нас. Так, будут участвовать школьники, студенты, молодежь, с наслегов, организации города, предприятия города Вилюйска. Так что очень много будет участников. Еще одним из самых ожидаемых мероприятий праздника будут соревнования по национальному многоборью Бюлю-Ботур. В этом году соревнование получило республиканский статус и приобретает особую значимость и привлекательность как для участников, так и для зрителей. В программу национального многоборья включены 7 видов. Якутские прыжки, стрельба из традиционного лука, бег на дистанцию 400 метров, масс-рестлинг, якутская вертушка, борьба хапсагай и перенос камня весом 115 килограмм. Общий призовой фонд Бюлю-Ботур составляет 1 200 000 рублей, за третье место 200 000 рублей, за второе место 300, и победитель получит 500 000 рублей. Национальный праздник ИСЭХ станет пиком праздничных торжеств, насыщенных народными гуляниями, традиционными обрядами и праздничными песнями. Вилюйский Улус с нетерпением ожидает всех гостей, чтобы вместе отметить этот знаменательный праздник. Александра Яковлева, Семен Никифоров, Вилюйский Улус. В рамках федеральной программы «Приоритет 2030 Дальний Восток» Арктический государственный институт культуры и искусств начинает реализацию научно-исследовательского проекта «Музыкальное наследие северных Саха. Поисковые полевые исследования, фиксация и креативное продвижение», по которому весной этого года прошли музыкально-этнографические экспедиции в Абыйский и Верхоянский улусы. Сегодня подробнее мы поговорим об этом с Надеждой Варламовой-Надикан, аспиранткой АГИКИ, отличником культуры Республики Саха-Якутия, амусистом-импровизатором Республики Саха-Якутия, этнопевицей. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам скорее, что же это за удивительный проект, в чем он заключался, куда ездили, каким составом, в общем, все в подробностях. Наш проект начался в марте месяце этого года. Мы начали свое путешествие из Абыйского улуса, поскольку мы собираем на местах проживания носителей культуры северных Саха, как Абыйский, как Верхоянский, и в планах у нас еще посетить Устьянские улусы. Собираем этнографические материалы и также образцы музыкального фольклора. Потому что темой моего исследования для написания кандидатской диссертации является интонирование песен в стиле декерен со специфическими приемами исполнения. Хабарга — это гортанные хрипы, тангалай — небное пение, хонгсок — нусавое пение и мурунере — это также носовая песня. А как собираете? То есть это прям аудиозаписи, да? Да, у нас обязательно пункт аудиофиксации и также видеофиксации носителей. И также в Абыйском улусе мы засняли кульминационную часть эвенского седжа, также как песнопение, также воспоминания охотников о ритуалах, об обычаях, также звукоподражание, да, как можно подзывать к себе зверей и птиц во время охоты. И также мы в Верхоянском улусе тоже мы разговаривали со старшим поколением, также с молодыми
молодыми исполнителями, которые являются как раз-таки хранителями музыкального фольклора и ритуалов, и обычаев. И самое интересное, что, как оказалось, что хотя вот такие песни существуют на территории всей Якутии, там Тангалайры, это, например, это вот наш такой является негласный, да, вот, символ прихода лета. Как показала наша экспедиция, такие песни в основном ритуального значения, обрядового, сохранились именно в Верхоянском и Абыйском улусах. Что говорит о том, что, возможно, ввиду удаленности того, что вот они так далеко находятся, как раз-таки Северным Саха удалось сохранить эти обрядовые песни. Обрядовыми мы их называем, поскольку они описывают изготовление молочной пищи. Да? Они, по сюжету они раскрывают кумысопитие, также приход лета, также убранство коня. И как раз-таки вот эти специфические приемы исполнения, они их дополняют. И наша большая благодарность тем, кто нам очень помогает, да, вот, и вашему каналу, что вы помогаете нам освещать вот наше бесценное музыкальное наследие нашей республики. И также я хотела бы сказать, что эти песни должны быть доступны каждому. И исполнителей мы должны знать, скажем так, в лицо, да, их имена, да, поэтому нам очень приятно получить отклик от семей исполнителей, от дочь Варвары Иннокентьевны Эйверстовой передала личный архив, также дочь Прокопия Егоровича Слепцова, Оюн Баракопой, да, из Абыйского улуса, Екатерина Черемкина, она даже с нами поехала в экспедицию, она передала из своего личного архива очень много ценнейших материалов, поскольку ее отец являлся не только знатоком и хранителем духовной и музыкальной культуры, также вот он был мастером-изготовителем музыкальных инструментов. И его памяти к 105-летию со дня его рождения мы планируем провести на базе музыкального колледжа музыкальный песенный конкурс. И также на базе АГИКи и Музея фольклора народов республики пройдет большой конкурс изготовителей музыкальных инструментов. Какие глобальные планы. А расскажите о составе команды, которой вы выезжали в экспедицию. Варвара Егоровна Дьяконова, искусствовед, руководитель аспирантуры. Руководителем нашего проекта является Оксана Эдуардовна Добжанская, мой научный руководитель. И также в Верхоянск с нами ездил Петр Неустроев. Это наш оператор звукового и светового оборудования, благодаря чему у нас есть красивая картинка. И мы, вот третий этап нашего проекта — это как раз-таки креативное продвижение, чтобы показать народу, что мы собрали, что, как люди живут в Верхоянске, в Абые, в Устьянском улусе. Да, в Устьянский улус мы планируем поехать в конце этого года. Ну, конечно, вот если, опять же, все у нас получится с дорогой, с погодой, загадывать, конечно, мы не можем. Да, и наша также большая благодарность вот администрации районов Абыйского улуса, Верхоянского, управлению культуры. И также, вот, опять же, я скажу потомкам исполнителей, дочь Зоя Федоровна Новгородова, это дочь Марии Михайловны Новгородовой, очень известная народная певица из Верхояни, она также передала материалы из семейного архива. Также я очень благодарна нашей команде, потому что вот без их энтузиазма, без поддержки в их глазах это было бы очень сложно сделать. Я очень благодарна Варваре Егоровне, поскольку она меня направила в это вот русло, поступить в аспирантуру, начать заниматься научной деятельностью. И я вижу, что насколько это находит отклик у людей, или что люди подходят. И мы нашли очень богатый материал о творчестве Веры Степановны Атласовой. Это ивенская исполнительница, которая в своем уникальном самобытном жанре показывала быт и обычаи ивенского народа. Она из поселка Табалах, Улахан-Кюль, Верхоянского улуса. И также ее внучка передала нам из семейного архива материалы. И также она сама стала мастером-изготовителем ивенских музыкальных инструментов. То есть мы видим, что традиция исполнительства живет, она развивается, также появляются новые мастера. И мы пополнили базу данных нашего института, чтобы все желающие, все музыкальные руководители пополняли репертуар своих коллективов, ансамблей этими песнями. И также вот мы, опять же, не буду загадывать вперед, но у нас в планах очень много работы по креативному продвижению. И также ваш канал НВК Саха нас очень в этом поддерживает. Ну, то есть общими усилиями мы создадим такой уникальный архив, который можно будет передавать из поколения в поколение. Да. Ну и по вашим словам, Надежда, я так понял, что действительно традиции, они передаются, да, из поколения в поколение. То есть сейчас есть и молодые исполнители, которые... Да, есть. Вот в Верхоянском улусе эти песни исполняют Айтелина Юрьевна Заборовская, преподаватель ДШИ поселка
Ольга Батагай и также Валентина Валерьевна Рожина из города Верхоянска. Она также вот передает свои знания. Она сама училась у Варвары Иннокентьевны Эверстовой, и она является как раз-таки живым хранителем музыкальных традиций исполнения этих песен. Также в городе Якутске мы встречаемся с ученицей Марией Новгородовой, Юлией Новгородовой. И также вот мы знаем, что эти песни исполняются так потомками Марии Николаевны Слепцовой Кустуймари. Она является матерью всем известного певца Легендея и кинорежиссера Легендея. Марина Христофоровна Васильева. Она с радостью проводит мастер-класс. Она сама мне дала разрешение, чтобы я исполняла песню ее бабушки. И также дочь Марии Николаевны Слепцовой. И также Сарглана Христофоровна исполняет из села Табалах эти песни. И также Сарглана Семеновна из поселка Сартан. Ну, такие уже преемственность на лицо. Да. Так семейные традиции. Может быть, вы нам что-нибудь вспомните? С большой радостью, конечно. Но я очень волнуюсь, и я немножко могу... У вас же есть музыкальная группа «Ордо». Да, есть у нас музыкальная Сколько группа. человек там? Этническая группа? Да, мы исполняем музыкальный такой фьюжн, этно-рок, этно-поп. Мы на стыке жанров. И очень классно, что вот наша команда Николай Михеев, Александр Лукин, Кирилл Третьяков, Артем Филиппов, также при участии Евгения Бычкова, Марк Яковлев и Анатолий Черяев. Это такие очень яркие представители рок-индустрии, также классической музыки. И мы все вместе собрались для того, чтобы продвигать, ну, скажем так, популяризировать музыку культуры народов Якутии. И также прошел конкурс музыкальных стартапов, на котором я исполнила 2 блока. Да? Сначала «Игра на хомусе» и также фольклор северных Саха. Прокопий Егорович Слепцов «От семяган это песня конного убранства. Кыз жақтар кейкем кылбарадан оңыр бұд кылыбачыгас кычыма кылбаян турахтыр. И песню Марии Новгородовой из Верхояния. Қаңырып, қастық, қанап, тарым, қарап, белин, қанып, ластын. И как раз-таки и второй блок был эвенкийский танец манчорой. Манчо, манчо, манчорой, такес, такес, такерой. В современной обработке. Это очень заинтересовало жюри. И 1 миллион мы не получили, но зато получили возможность работать с московским лейблом «Витрина Лэб». Ну, хороший результат. Отличный, да, и как раз-таки вот в рамках продвижения креативного итогов нашей экспедиции это очень классный старт. Спасибо. Спасибо за такой чудесный рассказ. Я думаю, что это еще не все. Мы выслушали вас бесконечно, но, конечно, время эфира ограничено, к сожалению. Приходите еще. Благодарю. А мы всех наших телезрителей поздравляем с наступающим праздником Днем России и хотели бы завершить наш сегодняшний эфир также музыкально. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горлине победы сегодня как сталь опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет. За нами Россия, за нами народ. Традиции святые тысячи
вернется летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. В этом слове источник силы, повторяем вперед. Россия, 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 в этом слове огонь